Сыктывкаре есть улица имени Виктора Алексеевича Савина. Его именем назван Академический театр драмы. А на пересечении улиц Бабушкина и Первомайская установлен памятник Виктору Алексеевичу. Многие стихи знаменитого коми-поэта стали народными песнями, строки поэм и пьес, пословицами и поговорками. Но сегодня мы будем говорить не о нем, а о том, что было после него. Остались ли после его трагической кончины члены его семьи, родные, и коснулись ли их репрессии? А может быть, они тоже и знамениты, и талантливы, и живут среди нас, а мы о них не знаем. В прошлой передаче мы рассказали об Ольге и Сергее Носковых, мама которых приходится троюродной сестрой Виктора Алексеевича. Поведали о Марии Савиной, правнучке писателя. Кстати, у Марии есть брат. Его зовут точно как знаменитого прадедушку – Виктор Савин. Он даже ездил с поисковой группой в Томскую область в 2005 году. Ведь именно там, в лазарете лагпункта Прикулька, в 50 километрах от Томска, 11 августа 1943 года и скончался знаменитый писатель и драматург. Захоронен он был в одной из братских могил. Точно не было установлено, в какой из них находится Виктор Савин. Но все же участники экспедиции установили там памятный знак. Пращур Виктора Савина – инженер-программист в престижной компании. К сожалению, он, в отличие от прадедушки, считает себя человеком непубличным и от интервью отказался. На станцию Юнатов я пришел на работу 38 лет назад. И в тот же год мы посадили семечко вот этой аянской ели. И вот за эти годы, пока тут я работаю, вот выросла такая красавица, громадная ель. Нам прислали ее ребята где-то с Амурской области, со станции Юнатов. Раньше был такой как бы обычай, юнаты делились своими семенами своих растений с разных районов России, присылали с Дальнего Востока нам, мы им свои. Сергей Яновский – внук знаменитого коми-писателя и драматурга. О растениях и животных нашего края Сергей Анатольевич знает все. Ну или почти все. Такие познавательные, а главное интересные экскурсии педагог не раз проводил здешним юнатам. И его хочется слушать. Видно, что он любит свое дело. Даже сейчас, рассказывая о ели, подчеркивает интересные детали. Она отличается от нашей ели, которая у нас в коме растет, обыкновенная или сибирская, тем, что у них каждая веточка похожа на отдельную елочку. А у нашей ели, европейской, все хвоинки, побеги, как бы так вот от толстой ветки, все вниз висят. Поэтому даже так внешне она легко отличается. Долгое время Сергей Анатольевич был руководителем кружка юных зоологов. Вместе с ребятами они ухаживали за животными и занимались научной работой. У нас был интересный такие попугайчики, была парочка, вот попугай зеленый, допустим, самочка, самец голубой, а от них получались в потомстве были и белые, чисто белые лутиносы, и чисто альбиносы, и чисто желтые лутиносы. То есть и зеленые, и синие, белые и желтые получались из одного гнезда попугайчика. Была очень интересная работа. Ребята там пытались выяснить там наследование, там, какие гены наследуются, какие доминируют. Уже 38 лет Сергей Яновский готовит ребят к конкурсам. Многие из них занимали первые места на республиканских и даже на всероссийских олимпиадах и конкурсах. Тюфяков Дмитрий, вспоминает педагог, был очень любознательным юнатом. В 1986-м воспитанник Сергея Анатольевича стал чемпионом РСФСР в конкурсе юных зоологов. Самой талантливой моей воспитанницей была Ира Демина. Она пришла в кружок юных зоологов в 7 классе, изъявила желание заниматься гидробиологией, и мы все начали изучать. Сперва изучали небольшой водоемчик за железнодорожным вокзалом. Затем они изучали воды реки Вычегды.
Ирина Демина оказалась очень целеустремленным человеком. Она сама брала пробы и проводила все исследования. Сергей Анатольевич рекомендовал литературу, учил выступать с докладами и компетентно отвечать на вопросы жюри. Ездили в район, в Каркировский район, на речку Локчим. Там даже мы нашли очень редкую личинку, индикатор чистой воды. И вот только в чистой воде эта личинка по леночке живет. Мы потом пробу дали для перепроверки в филиал в Академии наук для биологам. И они нам выразили благодарность, что очень редкая находка. Труды были оценены по достоинству. В 2003-м Ирина Демина со своей работой получила высшую награду. Стала лауреатом 10-х юношеских чтений имени Вернадского в своей номинации. И в этом же году она участвовала в конкурсе «Шаг в будущее». И на республиканском, и на всероссийском уровне ученица Сергея Яновского в очередной раз стала лауреатом. Тогда же Ирина заняла первое место по республике в Олимпиаде по экологии и второе по гидробиологии в Кисловодске. И раньше, когда еще не было этих у нас ЕГЭ, было такое положение, что если ученик занимает призовые места с победителем в всероссийских предметных олимпиадах, он имеет право зачисления в любой вуз страны на вот эту данную специальность. Она как патриот дала предпочтение нашему Сыктывкарскому университету. Там со старших курсов ее направили на обучение в Европу. Сейчас она живет и работает в Копенгагене, преподает и занимается молекулярной биологией уже. Сегодня воспитанница Сергея Яновского исследует так называемые азотфиксирующие бактерии. Серьезные научные изыскания требуют от Ирины полной отдачи и занимают много времени. А потому в России она бывает редко. Сегодня со своей ученицей Сергей Анатольевич общается в основном через интернет. Андрей Черкасов стал первым лауреатом в номинации в естественных науках Малонобелевской премии Республики Коми. За подготовку лауреата нам, как руководителям, были вручены вот такие памятные дипломы за подготовку и такие вот красивый такой знак. Значит, вы готовите 0,5 малярный раствор, объем у вас 50 миллилитров. Значит, у меня Рома, отбираете аликвоты на 50 миллилитров сразу, пипетки оставьте. Андрей заполняет бюретку раствором щелочи. Единственное, что сначала бюретку надо промыть, потому что вы ее мыли водой. Кстати, Андрей Черкасов – сын Сергея Яновского и правнук Виктора Савина. Он носит фамилию мамы. Учится молодой человек на факультете «Лечебное дело». Он твердо решил – хочет стать врачом. И сугубо из гуманных соображений. Я всегда хотел помогать людям, лечить их. Мне это было интересно. И вот решил выбрать такую профессиональную специализацию. Специализацию Андрей пока не выбрал. По словам юноши, выбирает между отоларингологом и кардиологом. Каждые полгода у студентов будет практика. И именно тогда Андрей решит для себя, кем он хочет стать. Мне нравится анатомия, биология, интересно, химия. Где в основном делаешь что-то руками, осознаешь, сам проводишь все. Эти предметы являются очень интересными. Как-то мы шли по улице один раз, и папа мне сказал, что вот это памятник Виктора Савина. А я спросила, а это кто был? Он сказал, что это был великий писатель и мой прадедушка. И у меня было такое сильное чувство гордости за своего дедушку, прадедушку, что он был таким знаменитым писателем, кроме стихов и песен. Арина Черкасова – младшая дочь Сергея Яновского. Арина не любит афишировать перед сверстниками, что она прямой потомок знаменитого коми-поэта. Но к своему предку относится с уважением. Она много знает о нем. И даже учит стихи в оригинале, на коми-языке. Хотя язык только недавно изучает. Эгми аджев не кормори, отточилась, Чилангор, зев папашка течение море, абу не помни дор. Эгми аджев не кормори, зев папашка помни дор. Девочка учится в национальной гимназии, но почти каждый день заглядывает сюда, даже если нет занятий.
Ей безумно нравится ухаживать и наблюдать за животными. Чтобы дети научились ответственно относиться к травоядным птицам, здесь за каждым юнатом закреплен питомец. К этому хомяку Арина приходит каждый день. Она готова наблюдать за животными часами и многое может рассказать. Как они здесь появились, что из продуктов предпочитают и какие у них повадки. Как и некогда ее старший брат, Арина тоже начинает проводить свои первые исследования. В прошлом году был год змеи. Именно этим пресмыкающим она решила посвятить свою первую серьезную работу. Папа, ты в курсе, что я недавно прочитала, что этот питон, если у всех змей пролезет где-то голова в каком-нибудь узком месте, допустим, наподобие такого, то там же может пролезть и тело. Он его удлиняет, и он становится меньше. Да, потому что у змей ребра не срастаются, и они когда заглатывают большую добычу, у них ребра расходятся. Например, если надо покормить, поймать какую-нибудь кролика там, или дикую крысу, то у него ребра расходятся, а потом сходятся. Естественно, он может в маленькую щелочку пролезть. Где он пролез, там пролез. Сергей Яновский возлагает большие надежды на свою дочь Арину. Он надеется, что она тоже серьезно будет заниматься наукой. И кто знает, может и Арина в недалеком будущем получит свою первую премию и продолжит славные традиции своего рода. В ноябре в Центре коми-культуры Карткировское землячество организовало встречу, посвященную 125-летию выдающегося коми-писателя и драматурга. По словам организаторов, самым сложным оказалось найти и собрать родных и близких Виктора Алексеевича. Слава Богу, собрали. Вот сегодня хотели прийти, вот по моим подсчетам, 10 человек. Ну, пришло 2 человека только не пришло, тех, кто хотел. Я думаю, что это уже хорошо. Потому что они говорят, мы же друг друга не знаем. Знать-то знаем, но мы не общаемся. Я говорю, вот прекрасный повод пообщаться. Мы есть землячество. Мы все потомки Савина. И я этим горжусь, потому что у нас очень-очень, в принципе, мало, я имею в виду в районе, писателей, поэтов, которыми вот на таком мировом уровне. Да, у нас на вот таком мировом уровне, кстати, нет больше. Вот у Усть-Кулома есть Тимовень, у нас есть Виктор Савин. Началось событие с концерта. Ансамбль колледжа искусств «Защвойт» и коллектива Коми национальной гимназии «Город Джуль» исполнили народные и авторские песни. Изюминкой выступления стала премьера песни «Нерини Кныв» «Хрупкая девушка». Произведение это Савин написал для оперетты Михаила Лебедева «Настук». Эту песню в архивах обнаружила краевед Надежда Митюшова. После выступления коллективов участники вечера попытались составить генеалогическое древо основоположника коми-литературы. Кстати, одной из первых родословную Савиных попыталась составить тоже Надежда Митюшова. В течение 2 лет она изучала документы в Национальном архиве Коми. Самый дальний предок Виктора Алексеевича, которого удалось обнаружить исследователю, родился и жил примерно 2 века назад, в 1700 году. Звали его Петрыш, по-русски Трофим Федорович. Кстати, сам Виктор Савин знал своих предков аж на 5 колен глубже. Об этом он пишет в своем произведении «Меном том дырща олем. Моя молодость». Но в Сыктывкаре более давних документов нет. Чтобы исследовать глубокие корни, нужно ехать в Москву, в архив древних актов. К слову, род Савиных многочисленный. Писатель был одним из 8 детей. У самого же Виктора Алексеевича было 5 дочерей. Тамара, Майя, Людмила, Аврора, Инесса и сыновья Авенир и Станислав. Многих судьба раскидала по Советскому Союзу. Часть живет в республике. Однако не всех удалось отыскать. Мы рассказали лишь о некоторых родных и близких Виктора Алексеевича. Среди них есть творческие люди. Как и он, пишут стихи. Каждый из них в чем-то тоже талантлив. Любопытно, что память о нем живет в именах. Среди потомков есть 5 Викторов. 4 из них – Викторы Савины.